Татарские беседы в Восточной Чайхане. Вторая часть. Вот. Конкретный анализ. Завершает первая часть слово «дорога». Как говорит Салим Рахманович, это татарское слово. Юл же татарское слово. Нет, юл же дорога татарское слово. Таможня. Таможня. Дорога. Нет, Вот. Если ты ходил по дороге, то ты упирался в таможню и должен был заплатить в тот или иной вход в город. Там. А если ты, минуя дорогу, шел, то ты был преступником, и тебя карали. Ну, дорога. Ну, говорят, это монгольское слово некоторые. Да. Ну, навряд ли. Потому что в свое время в Казань приезжал вице-президент Академии наук Монголии. Я лично с ним беседовал. Это было вот тоже Рафаэль Севгатович организовал эту встречу в Институте истории Татарстана. Да? И лично беседовал с этим вице-президентом Академии наук Монголии. Так он мне говорит, мы узнали о том, что мы там 300 лет иго было, значит, да, монголо-татарское, от вас, говорит, узнали. Мы ничего об этом не знали. В этом деле не участвовали. Да, и поставили по Чингисхану и прочее, и фильмы стали снимать. Сейчас уже смело можно сказать, что Чингисхан никакого отношения к монголам не имеет. Он чистокровный татарин. Вот, и признаки все там, что у него там, значит, голубые глаза, там светлые волосы, высокий рост, это признаки по старинным китайским летописям, это признаки татарского происхождения. Продолжаем. Русские говорят звезда, татары говорят елдас. Степь. Кто был в степи, тот знает, что в степи ориентиров никаких нету. Днем татары, значит, мужчины спали, женщины стирали, готовили, дети играли. Вечером все наоборот. Мужчины бодрствуют и ведут, значит, ночью, ориентируясь по луне и звезде, чулпан, самая яркая звезда на небосклоне. Оттуда слово «юлдас». «Юлдас» – это «юлтес» деген сөз. «Юлтес» – строй дорогу по луне и по самой яркой звезде чулпан. Теперь хочу сказать про Коран. Сейчас меня мусульмане будут ругать, конечно, и проклинать. Я пришел к этому выводу следующим образом. Русские говорят «Коран», значит, арабы говорят «Куран», и наши воспитанники арабов и кавказцы тоже говорят «Куран». А я считаю, что правильно говорят «Коран», татары. «Коран». Вот когда говоришь по-татарски, то становится понятно перевод этого слова «Коран». Строит душу в переводе с татарского языка, что полностью соответствует содержанию этой вечной книги. «Коран». Анка – сознание скорее. Анка – сознание, не душа. Может, ну, строишь сознание, строишь душу. Да. Можно интерпретировать слово, мы же как говорим, Ян, Жан, Ан, да? Жан, Ан. Ну да, однокоренные слова. Если во Франции Жан это татарское имя, в Польше Ян это татарское имя. Нет, вот, допустим, в Украине есть имя Зорян, Зурьян деген сөз. Зурьян деген сөз. Купянск, Купьян деген сөз. Токмак, значит, Одесса, Гаджибей, Симферополь, Акмаче, Волгоград, там, значит, Сарысу, да. Царицын, Сарытау. Да, и Ульяновск, это тоже как-то так, я забыл сейчас. Симбирск, Имбирь. Да. То есть мы вот ходим по топонимам, вот Москва. Рядом Алабина. Знающий татарский язык сразу перейдет. Алабина. Тут нет двух смыслов вообще. Или Балашиха, от слова Бала, да? Или Кунцева, Кун деген сөз, да? Вот так вот можно продолжать бесконечно. Вот этому всему меня научил мой замечательный друг, это вот Мурат Аджи, к сожалению, которого уже нет, но его жена, русская по национальности, она продолжает его дело. Она до сих пор жива, что ли? Она жива, она продолжает популяризировать его работы. Она очень молодец. Вот такие русские люди, которые делают больше, чем сами татары, да, это достойно уважения, достойно всякого преклонения и поощрения, хотя бы морального.
Но история татарского народа, она до сих пор, это, как говорил Гумилев, там, следам ложной легенды, да? Вот, допустим, роль татар в морском деле. Сегодня нам говорят, татары это дикие кочевники, которые, кроме как на лошади скакать, убивать, насиловать и жечь, ничего не умеют. А ведь у нас были города, был морской флот. И об этом до сих пор можно найти следы в современной там, терминологии моряков. Допустим, маяк, слово маяк. Чисто татарское слово, сложное слово, состоящее из двух слов. Май, як. Электричества не было, жгли масло, там, животный жир и так далее. Маяк. Или карта. Поджигай масло. Или слово карта. Карата деген сөз. Карата показывает. И так можно долго перечислять, и там, особенно в английском сегодня, вот в лексике очень много татарских слов, вот, которые связаны с морским делом. Вот здесь я хочу насчет морского добавить. В средневековых картах Северный Ледовитый океан назван Татарский океан. Есть карты у меня. Там вот буквально Северный Ледовитый океан, Татарский океан. Ну, Татарский пролив, да. От него остался только пролив. Я рад. Дуслар, на этом пока закончим. Давам Абар, продолжение следует.